Здравствуйте, меня зовут Макарова Альбина, я являюсь ученицей 9 Б класса школы номер 9 имени Моисея Израилевича Кишингольца, города Якутска. Разрешите представить вам нашу работу под названием «Значение роли матери в истории Якутии на примере происхождения и расселения рода Жархан». Традиционно родоначальниками народа Саха являются мужчины, начиная от легендарного Омогойбая и Эллей Батра, и их сыновей, основателей всех основных якутских родов и отдельных основателей потомков Улу-Хоро, Тонгус-Молджу и других. Актуальность темы обусловлена административно-территориальным делением Республики Саха-Якутия. В большинстве отражает в названиях муниципальных образований улусного подчинения на слег. Историческое происхождение родового состава, что вызывает определенный научный интерес. Проблема исследования. Традиционно родоначальниками народа Саха являются мужчины. Однако при изучении родового состава якутов мы находим исключение из общих правил. В одном якутском крупном роде, родоначальником которого является женщина, легендарная Жархан Хотун. Целью исследовательской работы является изучение происхождения и расселения рода Жархан. Поставленная цель исследования достигается посредством решения следующих исследовательских задач, которые видите в презентации. Как при патриархальной организации якутского общества родоначальником крупного рода юго-запада Якутии смогла стать женщина, легендарная Жархан? Какими незаурядными личными качествами она обладала? Как смогла преодолеть уготованные ей судьбой трудности? Этими вопросами мы задались при выборе данной темы. Личность Жархан выходит за рамки бесправного образа слабой половины средневековой Якутии и служит примером собственного выбора лучшей жизни. Стоит отметить, что наша героиня опередила свое время аж на 3 столетия. Прародительница вилюйских якутов предстает перед нами как очень красивая, женственная и в то же время сильным волевым характером женщина. В этой хрупкой женщине красота сочеталась с умом, волей и дальновидностью. Забота о детях, воспитание в них воинов и умелых хозяев позволила ее сыновьям основать крепкий многочисленный род в юго-западе Якутии. Многочисленные топонимы Жархан, как свидетельство почета и уважения своей матери, ее сыновья смогли побороть противников на Вилюе, заключить взаимовыгодный союз с метрополией, тем самым распространить скотоводческую культуру. В отдельных статьях некоторых авторов существует иной подход к пониманию топонима Жархан, где дается попытка объяснить с филологической точки зрения, как перевод слова с якутского «джархан» – «остерегайся», или же «жары», «джардах» – «сильный запах». И отсюда идет объяснение о происхождении топонима как боязливый народ по одной версии, а по другой – от одной из занятий жителей Вилюя готовить рыбу впрок – сыма. Однако, по мнению большинства исследователей, имя родоначальницы Жархан происходит от неякутского племени Тумат или же тунгусского рода. Следует отметить, что упомянутые исследователи не приводят параллели с данными якутскими словами. В сегодняшний день сохранились 14 слегов в 3 районах. Жарханский наслед Нюрбинского района, Жарханский национальный слег Алёпинского района, Жарханский и Тюбей-Жарханский наслег Сунтарского улуса. Нами было проведено в упомянутых наслегах на предмет самоидентификации в контексте родового состава, при составлении которого приняли участие специалисты администрации и учителя школ. К большому сожалению, ни в одном наслеге нет памятного мемориала, посвященного к личности Жархан, за исключением геральдики Жарханского наслега в Нюрбинском районе, в котором имеется изображение Жархан. Хотя опрос показал, что все наслеги связывают свои истоки непосредственно с личностью Жархан, отрадно отметить, что наслеги имеют опубликованные издания, посвященные к истории и жителям своего села, в которых с небольшими различиями содержатся сказания о Жархан. Также следует заметить, что отсутствуют побратимские отношения друг с другом, например, в отличие от нерюхтяинских, милицких, бедюнских наслегов, которые время от времени проводят встречи в различных формах. Анализ топонимов и гидронимов в указанных наслегах выявил, что все названия земель, используемых в хозяйственных целях, носят общепринятую терминологию, что свидетельствует о происхождении жарханцев из Центральной Якутии. Сильные женщины в исторических хрониках встречаются реже не потому, что их было меньше, а потому, что их роль более глубинна. Они тщательно и продуманно готовили те повороты истории, которые словно по наитию совершали мужчины. Образ Жархан выходит за рамки морали своего столетия. Обладая удивительной силой духа, она наряду с мужчинами оставила свой след в истории Якутии. Благодарю за внимание.